Смотрим. Ерде кур энкар. Отдельные слова, да? Ер, это мы помним, это голова. Кур, карены. Кур, это вообще корень горечи. Курит, да? Вот слово курит. Например, кур. Тоже видите, да, экран? Да. Да. Это горевать. Но при этом это еще, например, вот у вас рука поцарапалась и жжет, да, то есть вот жжет ранка какая-нибудь. И про царапину напишу, потому что, ну, рана, наверное, чуть больше болит, чем куректыны. И курит, да, знаем, горький. И курящкины глагол – это злиться. То есть вот удмуртский язык, он хорош тем, что очень многие чувства уже обозначаются через вот ту точку, ту часть тела, которая вызывает беспокойство, скажем, где это чувство хранится. Вот курящкины, когда вы злитесь, ну, по крайней мере, вот у меня, да, начинает болеть голова, потому что ты злость держишь в голове. Поэтому вот у нас здесь получается повелительное, отрицательное, ерде куренка. Оно совпадает с вожде энвай, да, по сути. То есть вот там не выделяй желчь, тут не горчи, не зли голову, скажем так. Вот, запоминайте эту фразу ерде куренка. Да, она будет синонимична с вожде энвай. Коты куректе, опять, да, коты – это мой живот. Куректе горчит в животе. И когда действительно человеку грустно, то чувство в животе есть какое-то. Покушать вот. Обычно хочется. То есть, когда он злится, горечь в голове, а когда грустит, горечь в животе. Да. Сразу хочется покушать, когда грустно. Кому как. Коты щума. Значит, здесь тоже живот хочет есть, живот тянет. Ну, может быть, щуманы, да, щума от слова щул тоже, или как-то связано со словом щул, кишка. Может быть, связан. То есть коты щума это хочется есть. Да. Да, но именно вместе надо использовать коты щума. То есть нельзя просто щума сказать. Надо именно со словом «живот хочет есть». Это типа тянет, вот когда хочется кушать очень сильно, сводит. Да, именно так. То есть, ты хочешь есть, ну как? Ты хочешь есть? Ты голоден? Катыт, наверное? Катыт, да. Катыт, щума. То есть щума у нас фиксированная, а меняется вот живот. То есть твой живот, его живот. Если много детей, и мама спрашивает, вы уже голодны? Как будет? Коты? Коты. Да? Ваши животы. У нас суффикс притяжательный во втором лице множественного числа. Коты щума, то есть меняется. Ваши животы тянутся. Угу. Так, щуэ куашме, хочу пить. Здесь тоже обязательно употреблять со словом щуэ. Это мы обсуждали с вами, что это там глотка или что-то такое. А куащ это что, сухая? Сушит? Куащ. Куащме. Куащмуны это сохнуть. Да, это... то есть в горле пересохло. Да, типа того. Вот. Куащмуны используются и с другими, например, щашка куащмис, да, цветок высох. То есть есть прямое употребление тоже. Угу. Здесь у нас, значит, как будет? Ты хочешь пить? Шуэт куашмеа. То есть мы просто меняем притяжательный суффикс в зависимости от того, к кому обращаемся. Шуэт куашмеа.
дети маме говорят, мы хотим пить. Мы пашме, да, суффикс мы, первое лицо. Вот так. Ага, мы начнем ажлань. Идем дальше. Эн паялляшка, да, не ври. От глагола паялляшканы или, может быть, на юге еще другой будет алдашканы. Угу. Паялляшканы, алдашканы. Брать. Умой. Вижмо, виштем, я надеюсь, что у вас вообще не было проблем. Да. Угу. И здесь все понятно. Да, виштем можете брать в оборот. Ну, вижмо тоже. Эн джожамы, не грусти. Да, джош это грустный, печальный, про песню, например, тоже. Тоскливый даже, тоскливый. Вот так тоже можно. Умой. Угу. Мы начнем ажвань, идем дальше. Диктанте звучким, эскерим. Ойдалаучком лабр книгаиш. Из лабр смотрим текст, который укмыстон куапет и бамыш текстес. 96 страницы текст. Ванделы Джиды, все прочитали? Бен. Монлыджи. Давайте сначала посмотрим те слова, которые могли вызвать у вас затруднения, хотя они есть в словарях, просто, может быть, нам еще не встречались. Ченгешины, да, во-первых, спорить. Спорить. Синонимы сразу пишу, да, лашины. Север, понятно, да, русское заимствование, спор ящиканы. Юля Татын. Юля, привет. Юля Лыктис. Она микрофон отключила, у нее видно помехи, поэтому она не ответит. Угу. Юля тоже отметим, чтобы вызывать к доске. Люкашкины, собираться. Да? Лукашкины, да. Вот в Удмуртии очень много населенных пунктов со словом люк, но оно к этому глаголу не имеет отношения. Вот, я потом вам уточню, но, по-моему, это правильно-угорское слово люк. По-моему, в финском тоже есть что-то с водой это связано, по-моему, так. Вот, люкашкины глагол. Собираться. Кенешины. Советоваться. Да, отсюда слово кенеш, да, удмуртская организация Удмурт Кенеш. Вообще кенеш собрания были чисты в населенных пунктах. Сейчас, по-моему, их уже кенеш не называют, сельский сход. Вот у меня в деревне называют сельский сход, когда там глава муниципалитета собирает и какие-то общие вещи говорит. Что за... Дунневылын на земле, да, или дунневын, ну, как бы в мире. То есть и так можно употреблять. Аздауран. Мой век. Да, даур – это век. Аздауран, то есть за свою жизнь. За свою жизнь. Шем, да, у нас тут было в значении шионлэш шемзе. Ну, это вкус, что-то такое, да? Да. Шионлэш шемзе, да, вот это как раз конструкция, где есть лэш, потому что шемыс, было слово шемыс, и оно в аккузативе будет шемзе, вкус чего-то. И вот здесь шионлэш, лэш, потому что у нас слово в аккузативе с притяжательным суффиксом, поэтому рядом должно быть лэш. Угу. Значит, шем, слово вкус, глагол шемьяны, вкушать, пробовать, и шемтем, безвкусный. Да, вот видите, уже второй раз за сегодня встречается суффикс тем.
он добавляется к прилагательным и делает отрицательную форму, то есть антоним того, что было. Сыскны – жевать. Угу. Елас пумазвуны. Ел – это кончик, пум – это конец. То есть дойти до конца вершины, закончить. Угу. Валамон, это понятно? Бем. Были еще какие-то слова непонятные? Валана или конструкция? Тут выражение одно было непонятное, которое это сентенция Катаваськи. Зачем после того, что молоко вкусное, он сказал «Шерезно кутыны луэ, но сочоры быжилыны куле». Смотрите, кутыны луэ это равно можно, есть возможность поймать. Но я не вижу логической связи с молоком. Что самое вкусное молоко, говорит Вася. Да. Но можно и мышь поймать, но за ней надо бегать. Все понятно. Наливают просто халявно. Все, вот. Да, теперь все ясно. Угу. И что-то я еще здесь хотела. Нужно еще мышь поймать. Так, все остальное понятно, да? Вот ченгешины, спорящкны, здесь управление, да? Марке шарыш, марке пумыщен, да? Пумыщен после слов, который будет обозначать о чем-то спорить, по какому-то вопросу. Угу. Да, например, вопрос можно задать. Марк Пумыщен, по какому поводу спорите? Марк Пумыщен ченгеши шкоды. Спорящие шкоды, да? Умой. Мы ничко мажвань. Идем дальше, работаем с этим текстом. Значит, давайте по вопросам прям идем. Что за звук? Артем Каратевич. Киньос уло азбарын. Читаем вопрос и отвечаем. Азбарын уло качиш ноатас пуны но кеч. Угу. Кочиш. Там, где о, там о. Угу. И в идеальном предложении глагол идет на конец. Азбарын уло. Угу. Умой. То есть у нас во дворе живут кошка, петух, собака и коза. Угу. Коза бывает так, что... Коза? Коза, кетч. Кетч. Ты думал заяц? Ага. Я только... Кетч, заяц, а ква, кетч, коза. Да, вот часто еще говорят ква, кетч, чтобы различить. Ну, в принципе, и те траву едят, поэтому норм. Да, и вообще они из одного... Вы мне рассказывали, не Марк мне рассказывал случайно, или я вам рассказывала, где-то читала, я уже забыла, что удмурты козу, ну, как бы сравнили с зайцем, что ли, что-то такое. Ну, то есть, типа потому что прыгает? Удмурты когда-то не видели никогда зайцев, жили больше в степи. Потом переселились на север, увидели зайцев. Посчитали, что это коза. Уши спутали с рогами. Ну вот, в общем, такая милая история. Да. Марсос, короче, клыбыда. Что они делают ежевечерне? Угу. Артем Снегирев. Жид, соос, ну, ваньзы, люкачко, но асе уже йосы, щарыш, кинешо. Угу. Умой. То есть берег тычком переведем. Вечером они собираются и работают и советуются о работе. Уж тут может быть переводиться как дело еще. То есть они вечером все собираются и совещаются по поводу своих дел. Угу. Ну, дел, работ, да, что съел и так далее. Угу. Манечко Мажвань, Оля,
Мгм. Юанез, вопрос тоже читай. Мгм. Вопрос читать? Вопрос читать и отвечать на вопрос. А где вопрос? На На экране. экране. На экране, а я... Да. Третий который. Марпу мы сес... А, так. Пумыщен, Мар Пумыщен. Марпу сос ченгешо. Угу. Ченгешо. Пумысен Это я сос просто ченгешо. синонимы добавила, да. Мар Пумыщен сос ченгешо. По какому вопросу они спорят? Почему они спорят? Одик уж пумен сос ченгешины куцко. Угу. Или просто ченгешо, да, потому что начинают спорить в тексте. Из-за одной работы они... Загадочный ответ. По одному вопросу начали спорить. Да, из-за одной работы они начали спорить. Или по Не одному... работает. А если мы постараемся немножко отойти от текста, да, не слово в слово говорить, как Ну, написано, ушпум это задача или что-то задача, такое. да. Вопрос. То есть ты понимаешь все предложение, то есть в чем эта задача заключается, о чем они спорят? Мгм. О чем они спорят? Дальше продолжить читать, да? Нет, я хочу добиться от тебя, чтобы ты не читала, а сказала своими словами и коротко. О чем они спорят? Вот по-русски скажи мне, о чем они спорят? Одик уж пумен. Нет. Оля, скажи мне по-русски, о чем они спорят? По-русски. О чем они спорят? Да, Вот, о чем они это дальше, после адыкушпымен. После двоеточия. Из-за одной задачи. Из-за какой? Какая задача? В чем задача? Какая проблема у них? Что вкуснее всего на земле? Вот, Да, вот, что всего вкуснее на Вкуснее на земле. Вот и ты скажи, они спорят, что вкуснее всего на земле? Соус ченгышино. Ченгешо уже в вопросе есть, да. Соус ченгышо. Мар дуне вылын. Нет. Мар ческыт. Мар дуне вылын ческыт гес. Тоже мой, вот. Хорошо. Ты немножко переработала текст. К остальным тоже такая же просьба. Старайтесь как бы ответить на вопрос, не зачитывая текст, а немножко понимая, что, как строить. Значит, Манечко Мажвань. Марк, читайте вопрос. Юан Выче, Вашка. Вашка кочышлен малпамелья, мардуня вулын, кочмалеща скыт. Вашка кочыш малпамья, йоллеща скытез номырывал. Йол дуня вулын ческыт гес. Смотрите, кочышлен малпамезья. Должно быть илен. Малпамезья. Да. Кочышлен малпамезья. Умнее. Йолдунне вылын ческыт гес. Тут надо сказать, что всего вкуснее, правильно? Он говорит, что это всего вкуснее. Ну, тогда как по тексту йолещ ческытез номырывал. Это вкуснее, да? Ваньмызлещ, дунья вылын. Ваньмызлещ ческыт гес. Умой. Манечко Мажвань, Коля. Так, мне просто нужно прочитать или что-то ответить? Ответить. И то. Сначала вопрос, а потом отвечаем по тексту на вопрос. Хорошо, я слушаю вопрос. А вот тут написано на этом. Не видно? На экране смотри. Так, у меня почему-то ничего нету. Тогда я зачитаю вопрос. Атас щамен марду не вылын тужгес но ческытез. Тужгес но ческыт гес.
Атас Шамин, что значит, что, по мнению петуха, самое вкусное на белом свете? Да, что, по мнению петуха, самое вкусное на земле? Вообще, конечно, хорошо бы, чтобы у тебя демонстрация была, потому что как ты диктант даже проверял, я теперь задаюсь вопросом. Так я написал себе на листочке бумаги. Хорошо. Атас Шамин, Коля. Совсем не слышно. Атас Шамин. Блин, как в тот раз. Коля. Алло. Алло, ты теряешься, пропадаешь. Атас Шамен мы уже поняли. Давай теперь вторую часть, чтобы Про два уловить. слова читай. Чижи, но тенир, не вылын, честно. Ага. Тужгес на ческетес, да? Либо вань за ческетес, тужгес, но ческетес, да? Самое вкусное. Угу. Я вам добавляю, какие можно использовать обороты. Видите, здесь тоже хочешь малпа мезья, по мнению кота, Шамен по тоже мнению, то есть для выражения мнения, что мы можем использовать. Манечко Мажвань, Рома, Мар, Верас, Шарик. Ой, сама уже прочитала. Угу. Да, Марвелас Шарик. Что, наверное, сказал или говорил Шарик? Что сказал? Угу. Шарик Верас. Нет, сначала Шарик. Нормально. Шарик, Верас тоже хорошо. Ну, давай, да? скажи, потом подправим, если что. Главное, говори. Даже не знаю. Тросгес, Щиль. По тексту, если... По тексту я думал, что тут надо понятно, ответить. что Шарик может и про мясо сказать, но в тексте он что сказал? Я признаюсь, я не читал текст. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, тогда ход переходит к следующему. Надя, Мар, Верас, Шарик. Шарик, Вираз, Шарик, Лен, Малпа, Мезья, Вань, Везлес, Ческвит, Вы. Шонер. Манечко, Мажвань, Юля Татына была. Юле не получилось, да, с нами связаться? Хорошо. Так, все по одному разу прочитали ведь, да? Да. Угу. Манечком Соку, второй круг. Артем Тарасевич. Марк Кеч Малпа. Что думает коза? Угу. Кеч, Малпачко. Малпачко это я думаю. Малпачко тогда? В вопросе уже есть ответ, глагол в правильной форме. То есть вот Марк Кеч Малпа. Что коза думает? Отвечаешь, коза думает. То есть тебе можно взять кетч, можно взять малпа и просто поменять мар ответом. Волочко, да? Понятно? Нет? Смотри. Стави форма. Смотри, мар, кетч, малпа. Да, а экран ты видишь? Да. Мар, кетч, малпа. Значит, мар это что? Кетч это коза. Малпа, она думает. Да? Тебе надо теперь построить ответ. Это был вопрос. Теперь строим. Коза думает. Кетч, малпа и дальше ответ. Понимаешь? Да, понял. Кетч, Малпа. Тужу мой, сысканы, турынес. Угу. А если ты попробуешь ответить своими словами, допустим, что коза думает, что самое вкусное это трава. Так же и будет ведь. Не совсем. Тужу мой это очень хорошо. И это к глаголу относится. А нам надо сказать, что самое вкусное это
Например, вот так ты можешь сказать. М, Или турин тужгесно ческутес. Вот. Понятно? мгм. То есть, чтобы немножко вы уже могли словами и конструкциями работать, перекладывать их на свой лад. Кеч малпа дуннейн турин тужгесно ческутес. Коза думает, что в мире, на свете трава самая вкусная. Да, и можно, тут вот ческутес, это имеется в виду, что это щион, да, еда. Умой, мыночка майжань, кин вормис порящконын, Артем Снегирев. Тоже попробуй домыслить, сказать. Мгм. Сначала попытаюсь перевести, кто закончил спор. Кто победил вормыны, это побеждать. А, Поэтому вормон нунал это 9 мая. Кин вормис порящконын. То есть здесь тоже, да, вот у вас вопрос уже фактически подсказку к ответу содержит. Спор ящик. Ну, я бы сказал, дружба победила, да? но кин. А он, Ярытышко, спор я шконын. То есть мне в споре понравился Кочиш Васька. Угу. Тогда мон яратышко это я люблю. Как сказать, мне понравился. Кельшис. Мыным кельшис Мыным или кельшис. ярас, да, северный вариант ярас. А аргументы или мнение, позиция, это будет тоже как бы по-русски как позиция. Позиция Васькалын, позиция, яке малпашкемес, как бы ход мысли его процесс мыслительный. Угу. То есть, смотрите, возвращаясь к вопросу, да, кин вормис порящконын. Вариант Артема. Победила дружба. Спорящконын эш ящкон вормис, да, это дружба. Мы хотим сказать, что победила, никто не победил. Но кин. Ага, но кино, никто. Но кинозвормы, но кинозвормы. И так можно и сно, и но кино, формы, да? Никто не победил. Умой, тау. Так, мнишком, ага, это уже следующий вопрос был, оказывается, да. Оля, кинолен позиция станет матингес. Да мне уже про кошку уже сказали, теперь что придумать? Не, вы же каждый про себя. А про кошку там можно еще сказать. Смотрите, давайте вот эти два последних вопроса объединим. Да? Кинолен позиция станет матингес. Чья позиция тебе ближе? Сейчас, но малые я выпишу еще. И почему? И выделите лусал, он куча куда живот лусал, но малые. Ну, по сути, уже малые либо здесь объяснить. Да? То есть надо будет объяснить, сейчас каждому дойдем до каждого. Какая позиция, чья позиция вам ближе, почему, и если бы можно было выбрать, каким животным вы бы были. Угу. Оля, давай. Угу. Может, вы же можете по-разному объяснить позицию свою и выбор. Менам позициен. Так, ближе, да, надо сказать. Матыгес. Менам. Да, давайте вот это для всех. Значит, смотрите, еще раз. Вопрос. Кинолен позиция стынид матынгес. Да, смотрите. Стынид – это тебе. Да? Его нам надо будет поменять в ответе, потому что здесь вопрос
чья позиция тебе ближе? Нам надо будет ответить, позиция кота мне ближе. То есть надо Ага, Вашкален. два Позициен. позициез. Это сохраняет. Вашкален, позициез. Моним, матыгес. Матынгес ближе. Матынгес. Малый. Так, А как будет потому что, кстати? Потому что. Кешоно. Как? Малыкешоно. Малыкешоно, точно. Малыкешоно. Монтуш йол. Монтуш йол. Ярато. Яратышко. Да. Нож ширез кутыны, нож яратышко. Нож ширез кутыны, туш уг яратышко. Марк, видимо, про себя, что ли? Давайте еще, знаете, как сделать, чтобы... Оно очень полезное, можно было сказать. Оно очень полезное молоко. Но ладно уже. Пайдайо. Угу. Потому что, да, малыкешоно, йол, туш, пайдайо. Тоже мой. Угу. Умой, молочко, мажлань. Значит, вопрос все тот же самый сохраняется. Дайте я его копирую, чтобы мы остались в вордовском файле, да? Угу. Так, молочко, мажлань, Оля, Марк. Ну, у меня такое же мнение, как у Оли, но надо что-то другое ведь сказать. Все коты. Угу. Ну, про козу можно тоже рассказать, ведь что она такая прыгучая, и свежая травка тоже полезна. Марк, вы можете сказать, что вы разделяете позицию Оли, что у вас такая же позиция. Подумайте еще, что любит Васька, да, как бы, если бы можно было выбирать, я бы был как готов. сказать, то есть Мон соглаш, Оля позиция Н? Мон оляен соглаш. Мон оляен соглаш. Да. Васька кочис, туш позитивный, Вань. Позитивный, точка. Вань здесь излишне. Вань, Не если нужно, бы да? мы перечисляли, что у кота Васьки есть усы, хвост и так далее. Ага. Что-то имеется. А здесь он... Ну, это тоже правильно, да. Васька кочишлен, быжно, что там еще. А как усы? Мыек. Быжно, да, Васька кочишлы у Васьки. Лен. А Васька кочишлен, быжно, маюк, Вань. Угу. Это его предметы. Бежезно, Васька кочишлен, бежезно, маяке, Вань. Интересно, что быжиз, да, не отчуждаемое, да. Но маяк отчуждаемое. То есть сбрить быжиз, можно. Но маякес. Соломон? Бежизно, маяке, Вань. Да. И скажите нам еще раз, если бы можно было выбирать, я бы был котом. Ну это сложно. Выбирать-то как это? Вот смотрите. Я понял конструкцию, я не знаю слово выбирать. Бырьины, вот. Да, бырыны луисалки, да? Бырьины. Бырьины луисалки, мон кочишен луисал. Мон кочиш луисал. Мон кочиш луисал. Угу. В русском языке требуется падеж творительный, в удмуртском нет. Ага. Я был бы кот. То есть бырьины луисалки, да? Да. Вы можете добавить, вот у кота что еще, в чем привилегии?
Ничего не надо делать. Гань-гань, диван вылын клещко длумбыт. Весь день лежишь на диване. Это же вообще халява. Вообще быть котом одно удовольствие. Мгм. Это вот я как раз и хотел сказать. Вот, Рома, ты Ну тогда вот, это скажешь. тебе и карты будут. Как раз ты у нас следующий по списку. Так, Бырьяны Луисалки, Мгм. Мон Кочиш, быть. Луос. Лу и Сал. Луисал, да, Луисал. Так, потому что это, по-моему, Малыке. Шоно. Шоно. Малыке. Тогда Малыке. Номыр. Карыш. Каны. Шоно. Наверное, так. Малыке Шоно. Потому что номер короно эвел. Номер короно. Попробуй сказать еще так. Значит, ты вот сказал через сал, бырьяны лусалки, мон кочиш лусал, да? Весь день бы лежал на диване, пил молоко. Так, Мон Лумбыт. Мгм. Так, диван. Диван, сложное удмуртское слово диван. Диван. Мон диван. Нет, диванын. Диван. У нас был, сейчас скажу, диван. Да, диванын, все правильно. Диванын, если он в выдвижном ящике дивана. Если на диване, Диван тогда вылын. диван. Диван вылын. Я Диван вылын. подсказываю на экране. Да, я что-то наверное, диван лыс. Угу. Смотри, Див- глагол кляны, да, лежать. Я бы лежал, как будет? Тогда Нет, не скажу. Там Так, скажем, смотри. Кляны откаем, и просто добавляем сал. Да, у нас же это колесал, точно. В прошедшем времени мы... Дальше. Весь день пил бы молоко. Еще одну фразу. Вот. Весь день бы пил молоко. Вей, ю и сал. Вей Это это масло. масло. Мгм. Масло, да. Давай с Масло тоже маслом хорошо. глагол другой будет. Какой глагол с маслом? Ел, это щены, по-моему. Да, ел это молоко, щины есть. Давай, тогда ты делаешь два предложения. Весь день ел бы масло и пил молоко. Хотя, вы знаете, что, по крайней мере, вот моя бабушка, она про молоко может сказать есть молоко, а не пить. Тогда и лумбыт диван, вылын. Тут уже, да, колесал. Ел юисал, но вей щисал. Тоже мой, Тау, спасибо. Видишь, выжили тебя, все смог. У кого-то очень сильные помехи. Коля, тон татына? Коля, ты слышишь? Bien, mon tatin. Ага, давай попробуем с тобой. Значит, кинулен позиция стенедматынгес, чья позиция тебе ближе, и бырьяныке лусал, кинтон лусал. Мним Все, Коля, ты ушел. Алло. mon tatin. Да, мы просто тебя не слышим. Коля, а можно попросить тебя, чтобы ты письменно написал и в чат отправил? Можно так сделать? Я пишу в чате. Пишешь в чате.
Ага, тоже мой. Коля, может, просто поближе к компьютеру говорить надо. Так куда же ближе, если микрофон? Ну вот сейчас я тебя слышу. Ну, а как я начинаю по-русски говорить? А вот Видимо, сейчас хуже. какая-то особенность микрофона, что он первые секунды только передает. Угу. А мне кажется, где-то у Коли в настройках есть такая штука, которая воспринимает его голос как помеху. А, И потом глушит. Вот, ладно, тогда Коля нам в письменном виде отправит. Мы сейчас переходим к Наде. А где там вопрос? Бурьяны же, да, глагол? Да. Бурьяны келуэсал, монно кочиш луэсал. Вань мы искать. Мало кешоно, кочиш ёс чевер. А как ленивые? Аштем, да? Аштем, да. Буквально без верно. переднее. Аштем, аш это Аш перед. это вперед, да. Что чевер, но аштем. Угу. Аштем. Да, здесь... Давай, да. Себеременем кильшеке кочерзе ваньмыс джарато, но со гмарно каре. То номер наукаре. Да, давайте я тогда скажу, как надо. То номер наукаре и лимбит изено сие. Шишке. Шие с объектом, шишке без объекта. Ага. Тоже мой. Так, Коля ответил. Мыным пунуостушке, шо сойник пунувен малпамес, мыным матынгес. Тоже мой. Так, вот, хотела сердечко поставить, но не помню. Ярам. Мничко Майжвань, Юля Вылжаля Саверану. Так, Артем Тарасевич. Кинуем позиции, стынет матынгес. Бырины келусал, тон кыча пудо живот лусал, но малы. Что? Смотри, ты видишь демонстрацию? Да. Кинуэн позиция стынет матынгес. Чья позиция вот в тексте из всех 4 животных, кочиш, атас, пуныно, кеч, тебе ближе? Тут даже не только на питание смотрите, да, то есть собака на привязи живет, кот живет преимущественно в доме, там, допустим, да, ну, в деревне нет, конечно, вот. Может быть, тебе позиция козы ближе, что ты там, не знаю, живешь, тебе тоже все приносит. Вот, козья борода у меня. Он кыча пудо живот лусал, но малый. Если бы можно было выбирать, то каким животным ты бы был? Давайте так скажем. Позиция козы мне ближе. Давай, да. Сейчас. Смотри, это мы вот разбирали. Значит, у тебя вопрос. Кинлен позиция стынет матынгес, да? Позиция и матынгес слова не будут меняться. Тебе надо вот вместо кин, кто, чья, тебе надо вот сюда животное поставить, а сюда себя. Поэтому здесь вместо кин-лен будет кетч-лен. Кетч-лен позиция. Мынам матынгес. Мыным матынгес. Или надо... Что нет? Правильно, все правильно. А как сказать? Как борода будет по-удмуртски? Тушь. Тушь. С ш на конце, так я понимаю. Бород. Бород. Да. Как тушь, только тушь. Да, без мягкого знака. Сейчас. Малы кешуано. Кетч, вань, тушь. Угу. Дальше идет притяжательная конструкция. Значит, кетч плюс тушь. Да? Нам надо показать взаимоотношения козы и бороды. У козы есть борода.
во-первых, борода ее, а во-вторых, у козы. У козы, да. Кетчлен. Нет. Правильно. Кетчлен. Ваньзе туш. Тушествань. А, Вот так. тушествань. Указываем на обладателя, у козы, а есть указываем на принадлежность. Мгм. Кетчлен тушествань. Можно подумать, что у нее есть У тушь, она меня глаза тоже. красит. Да-да-да. Ага. Ну да, они у них же большие ресницы, хлопают. Да. Малкишоны кетчлен тушествань. Тоже мой. Эшомаркем, еще что-то. Все, наверное. Давай скажи предложение. Если бы можно было выбирать, я бы была козой. Сейчас помехи закончатся у кого-то. Помехи? Машина есть. Все? Все. Все. Так, скажи, если бы можно было выбирать, я бы был козой. Нет, я козой не хочу быть. Ну, представь себе. Нет, Для подожди, урока. я уже составил. Вырьяны салки. Мон. Ну что такое началось? Давайте, знаете, как договоримся? Давайте пока говорит человек, он один говорит, остальные выключайте микрофоны, хорошо? Давайте Хорошо. сделаем так. Угу. Вырьяны луисалки. Мон качиш мет луэс путе. Угу. Малы ке шуано. Но номер на... А как будет ничего не делать? Угу. Номер но каро, но эвел, где-то. Номер вот. на карено эвел, но мы нам у Гвандочка. У Гванды. Гванда это не режет, у меня не режет. А как будет не зарезать? Не зарежут в конце. Типа меня. Но моне уз ванде. Но моне уз Ванды. Так, и вот здесь, да, брьяны лусалки. Мет мон тогда. Мет мон хочешь лусал. То есть тут у тебя было очень много грамматических форм. Ну, либо одну надо выбрать, либо другую. Мет мон лусал, пусть бы я был. Пусть бы я был. Угу. Баламон? Валамон. Угу. И Беркуметис Артем Снегирев. Так, Артем. да. Атаслен позициес тыныт матынгес. Тынет это тебе. Мыным матынгес. Малкишуано атаслен щиль ческыт. Силюс ческает. Вкусное мясо. Угу. У тебя тоже вкусное мясо. Нож. Филис, да. Угу. То есть мне нравится петух, потому что у него вкусное мясо. Угу. Нож, мон, лусал, мон, мет, лусалке. Но я хотел бы быть... Если бы можно было выбирать, вот ке только в этой части, а вот здесь уже в утвердительной уже нет. Байрыны ке лусал, мет, мон... Ке лусал. Угу. Мет, мон, кочиш, луисал. Угу, тоже мой. Таубаджи. Все сказали, все рассказали. Все всем понятно, да? Текст понятен? Да. Пересказ, наверное, уже не будем. Вот, мне кажется, достаточно поработали с вопросами. Умой. Мы ничком ажвань. Идем дальше.
Сейчас мы посмотрим тоже Всем привет! домашний. О, Юля, наконец-то. Ура, аллилуйя! Перезагрузила все. По 2 раза. Что, давай тогда, как раз у нас... А Ты чё читала как раз? текст? Тон текст учила? Подождите, я вообще не знаю, на чем вы сейчас. Подождите. Лабыртом. Так, вот. Ты читала текст? Что ты читала? Вопрос что? Тямыстон, кватет и бам. Укмыстон. Укмыстон, кватет и бам. 90... Нет, 80... 90. 96. Укмыстон квать. Лабр. Тон, кватет и бам. Я не читала. Не читала, тогда идем дальше. Потому что для этого надо, чтобы ты читала. Так, Окей. лабр, щу, нильдон тямык, щу, нильдон укутык. 148, 149. Тут у нас писал. Давайте будем читать. Юля, давай тебе вот 148 щут, нильдон тямысет и бам, а скожел дичкон, самостоятельное чтение, кубудо. Видишь стишок? Да. Давай, сейчас будем читать, переводить. Прочитай, пожалуйста, первые 4 строчки. Валвелемон пукшисал, валвелен вартелесал. Ущет шо кышкато, музьемес пе зуркатот. Угу. Берег тишком. Я приехал на Кавказ, сел на лошадь в первый раз. Ну, почти. Я в канаву не хочу, но приходится, лечу. Да ладно, это ты откуда так? Это ж похоже. Это вольные ассоциации. А похоже же, да, Оль? Да. Сюжет. Чего? Частый сюжет. Ой, а ты теперь не в чате пишешь, а в Ворде? Да. А почему вы так решили? Я что-то пропустила? Ну, так такое было удобнее общее мне решение, тебя не было. И потом сохранить удобнее. А, ну да, в принципе, логично, да. Так, давай, Юля, берег тишком. Я сдаюсь. Пукшины, это что? Садись, Садиться. сиди, сел. А, Садиться. пукшины, садись. Сел бы, Да, я сел на лошадь. сел бы. Сел бы. Сел бы, да. Сел Сел. бы я на лошадь, вал бы, а на лошади сижу, как будет? Пукшишко. Вал былын, Это пукшишко. скажусь. А, Пукшины. Пукшины, сиди. пукышко. Пуко. Сижу, пукышко. Пукишко, да. А А, как вот сиди-ка, сиди. Ко. Или Пукщи. пука. Ну, Илье так еще понравилось это выражение. Пуке. Нет, сиди, А, сиди. пук. Сиди. А, пуки-пуки. Да, пук. Мне понравилось. Пукай-пукай. Угу. То есть, смотрите, пукшины – это движение на, а пукны – это статика уже. Да. Поэтому разные будут после логи. То есть пукны уже на лошади, валвылын, а пукшины куда? Валвылэ. Угу. Умой. Значит, сел бы я на лошадь. На лошади что-то ты сделал бы. Только что я не знаю. А ты догадайся, Варталаны. что бы ты сделала на лошади? Поскакала. А, кататься, скакать. Вортылыны у нас было на машине. Машинаен вортылыны. Ездить на машине. Да. М? Было. Да, было. Дальше. А дальше все у меня. Так, кто помог? Мыслей нет. Упадешь, скажут, страшно. Пугают, говорят, пугают. Да, правильно. Шо, говорят, кышкатыны, это пугать. Пугать. А пугаться?
Кышканы. Кышканы, кышканы. Правильно. Видите, одна буква Т уже меняет значение, кто боится. Да? То есть ты упадешь, говорят, пугают. И дальше? Для меня тоже очень знакомые на самом деле. На Музей. землю. Да, на землю. Землю. Это аккузатив, Юля. Это Да, тебе землю знакомо. вспашешь. Точно. На землю упадет, наверное, Зуркатов? Статины – это, как бы это сказать, то есть вот вся земля содрогнется. Ты содрогнешь землю. Ничего себе. Это про меня точно. Сейчас я посмотрю. Это почему? Потому что я так сказала. А пе, что у нас означает пе? Наверное. Это междометие. Нет. Это вводное слово. Наречие. Вводное слово. Пересказательная частица. Да. Она указывает на то, что вот Детка, типа упадешь. Типа, да. У меня сестра очень любит ее рассказывает. произносить. да, парень, который рассказывает, он нам передает слова других, третьих людей. То есть такая передача другого мнения, другой позиции, скажем, слов третьего человека. То есть у нас 3 участника этого процесса. Есть рассказчик, есть мы, слушатели, и есть те, кто этот источник этой информации. Вот. И поэтому нужна вот эта пе. Умой. Юля, вот здесь. Артем Тарасевич. 4 строчки следующие. Шурдоре емон вашкисал, пыжин тажит визнасал, быжины с чипей шукос, пыжен волчепе выйтоз. Я к реке спустился. Бы. Да, спустился бы. Пыжин. Пыж – это Лодка. лодка. Что-то непонятное. Это у нас Кузьма тут неоднократно в текстах было. Немного. Изнаны удить. Чего? Удить. В лодке? Да. Да, в лодке. Немного поудил бы. Да. Что-то имеется в виду из водки, да, по-русски? Ну, я бы тоже сказала из водки, чем водки. Угу. Дальше. Быж. Сегодня было это слово уже. Быж. Хвост. А иных своим хвостом. Шукос это щука, а чипей? Шукнуть, стукнуть, шлепнуть. То есть своим хвостом типа щука своим хвостом стукнула, да. Нет, это будущее время. Шукоз. Стукнет. Угу. А чипей это щука? Да. Нет. Это глубоко дышит. Чипей щука разве? Чипей, да, вроде щука. Ну ладно. Так. Угу. То есть щука хвостом своим стукнет. Выйдет. Упал. Утонешь? Утонуть. Выены утонуть. Выетыны. Смотрите, одна буква Т добавилась, и значит Утопить. 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 Заставит тебя утонуть.
Кто кого? Пыжен, волчепе. Что это значит? Я не понял. Волчек, чош вместе. Ага, с лодкой. Мгм. То есть пугают, да, вот такой лихой парень, что я сяду на лошадь, поскочу, его пугает, что нет, ты упадешь, земля содрогнется. Он говорит, я бы пошел к реке рыбачить, но опять вот это все указывает на то, что ему так говорят. Но щука хвостом стукнет об твою лодку и вместе с лодкой утопит тебя. Да, то есть парень такой активный, это утопить. А, да, утопить. да, парень такой активный, хочет то это, а его все родственники настраивают, да нет, ну что ты, очень плохая ситуация, по-моему. Вот, Манечко Майжвань, идем дальше. У меня по списку Артем Снегирев. Бачим куды кутысал, эмежаны ветлысал, тон ачид пе кудына, ведь куать арзе будына. Угу. Большую куды поймал бы. Нет, куды... это лукошка. Куды это лукошка. Большое лукошко взял бы, пошел бы за малиной. Ты... Сам. Ты сам. Ачид это сам. Ты сам лукошка. Ну да, ты сам, говорят, лукошка. А вот она. Как лукошка? 5-6. Еще 5-6 лет поживи. Ну, Ага. будыны вырастать. Подрасти. Подрасти. Да, я тут хотела вам показать выражение. Вот это куды лукошка, куда ягоды обычно собирают. У него есть такие выражения с этим. Вищ куды, то есть лукошка ума, это умничка. То есть это очень умный. Кало куды. Кало куды буквально кал это веревочка. Кало с веревочкой. То есть лукошка с веревочкой это человек, который тебе все время пристает. Прилипала. Прилипала, да. Вот. И мне почему-то кажется, что в словаре, естественно, такого слова нет. Смотря в каком. Моя бабушка ругается сить куды. Лукошка. Нет, есть, например, кало куды кадьмыне, ребенок увязался за матерью. Мис чоры пинал кало кадьмыне. Марк! Нет, не кало куды, а сыть куды. Сить куды. Да, сейчас посмотрю. В словаре я не видела такого выражения, но у меня вот бабушка так бывает ругается, да. Вот, значит, смотрите, да, ведь куать арзе будына, будыны расти, 5-6 лет еще подрасти. Нет, остальные слова с лукошком есть в словаре большом. Да, остальные есть. И сыть тоже? Нет, успокойся. А как вот на переводится в конце? Еще. Еще. Да. То есть, смотрите, он опять хочет, да, пойти в лес по ягоды, но ему опять говорят, ты еще мелкий, не ходи. Оля? Вань, ну йос кущ пото, вера ай, ку будо, ку вугомон віжнани, вал велин вортелини. Визнаны. Вань, есть дни, что ли? Все дни. Длинные. Все дни кущ-пото Кущ-пото. уходят? Кажутся длинными. Кажутся длинными. Верала, скажи, куда идут? Куда уходят? Скажите-ка. Уходит детство. Когда вырасту. У будов, когда я вырасту. Когда вырасту, да. Скажите, когда я вырасту, когда я удить? Успею. Тут имеется в виду успев. Вуны – это успевать, созревать. Можно это не переводить, когда я смогу, да, визнаны,
Удить. Да, удить. Когда смогу удить. Вилин, вортилисал. Так, вортилини. Вилин. Когда я смогу скакать? На лошади. Да. Вортылыны, наверное, даже управлять. Тогда я смогу скакать на лошади. Угу. Умой. Вортылыны не знаю. В самом... А нет, не управлять лошадью. Какая разница? Шнайн вортылыны. Вот в моем представлении вортылыны это именно лихачить. То есть, то есть скорость. Там скорость скрывается в этом слове, в моем понимании. Скакать. Это сложное слово. У нас другое употребляют. Смотрите, то есть вот здесь текст полный будущего времени и текст полный вот этих условных, да, сал, то, что мы с вами проходили. Написал его Аркадий Клобуков, Багаж Аркай, у него еще был псевдоним. У него очень много таких текстов дидактических, у него есть, я посмотрю, насколько это сложно, может быть, вам будет интересно, у него есть такой текст «Тараканы», про тараканов, которые живут в доме, что ли, вот, такой страшный текст. Вот. И... Давайте, если страшный, философский наверняка. И про Багаж Аркай надо знать то, что он писал очень много для детей, но еще он отметился тем, что он был один из основных доносчиков на Кузибая-Герда, к сожалению. Да. Да, удмурты Кузибая-Герда издали, это и в музее говорят. Что издали? Сдали. Ну да, конечно, надо было кого-то... Слишком он выбивался из традиционного мышления. Да, к сожалению, у нас... Кстати, они же и противились его реабилитации. Эти люди? Да нет, первый секретарь Марисов, и тех людей уже не было. Я поняла. А русский второй секретарь пробил его реабилитацию. Ужас какой. Ужас какой. Вот, идем дальше. Божьяшкиш Аркаш, да? Прям, знаете, как будто авторы книги намеренно поставили дальше текст, который называется «Божьяшкиш Аркаш, завидующий Аркадий». Да, то есть... Намек такой, да. По Фрейду. Вот, и здесь автор уже Юлия Байсарова, это наша современница, она автор, современных стишков для детей, очень много пишет для детей. Так, у нас Оля читала, потом идет Марк. Марк. Полностью. Да, городинке будисал, кінгіне ейлуисал. Городинке улисал, китчина ойветлисал. Малпашке гуртыш пияш, тямыса змыныш Аркаш. Да. Да. В городе бы вырос, и кем бы тогда не стал? Кем бы только не был. Кем бы только не был. Да. В городе бы жил, куда бы не поехал. Куда бы только не ходил. То есть много куда бы ходил, много кем бы был. Ага. Малпашке. Думает сельский мальчик. Вот, а вот Тямысаз это я не знаю. Тямыс это 8, Тямысаз его 8. В его 8. А почему Мыныш? Мыныш идущий на 8, то есть ему 7. 8-летний, да, я понял, да. 7-летний Аркаш. Да. На русский невозможно перевести. Да, то есть я не знаю, как это сказать правильно. Идущий на 8, да? На восьмом году жизни. Вот, да, на 8 году жизни. Да, на 8 году жизни, да. Как-то да. Мон там, да, сам мынышко, да. И там, видите, еще суффикс тямысаз, да, свои 8 идущий. То есть, то есть это составители учебника решили подколоть Клобукова. Это я так сейчас вот. Скорее всего, да. По Фрейду.
Так, Манечко Мажвань, Щу и Мильтонук Мусет и Бам, 149-я страница. У нас по списку Рома идет. Печи Вани, урок маленький Ваня на уроке. Я признаюсь, у меня же этого лабертома и нет сейчас. Вот. Понятно. Тебе надо Поэтому я, наверное, давайте пропущу лучше сейчас. Угу. У меня Мария только. Так, не знаю, Коля, попробуешь? Попробую, да. Ой, Коля! Ой, Привет. Коля давно уже здесь, да. Печи вани уракин. Вани туне тросла пачки, сочинила пушты. Колесал А у него так целый день сегодня, да? Стал Ага. еще, и это я еще слышала. Давай снова. Мы настал вот это про Францию теперь. Только мне кажется, лабысал мон Франции. Ага. Можно и Может, выбысал. тут несколько вариантов может быть. Конечно. Шиисал эбекнясты. Стала бег ёсты, дальше еще раз. Ну, не еще раз, а дальше. Горд пижо мон ветлысал. Так, здесь точно нет, потому что ветлысал маин, да, на чем бы ездил. А здесь, Бачтысал, может. да, тут скорее бачтысал. Выль карка, но бачтысал. Выль карка, но бачтысал. Хотя вот выражение строить дом, ставить дом в удмуртском. Строить дом — это ставить, а не делать. А как будет по-удмуртски? Вот Пуктысал. Пуктысал? Пуркану пуктысал. Да, это было более удмуртское выражение. Угу, дальше. Лабысал на мон марсы. Марсе. Угу. Учкасал. Учкасал, или можно было еще другой. Тут Учасал. Учасал, да. Искал бы. Угу. Дышицкасал институтым. Ужасал бачил. Ага, умой и с новой силой. Луисал туштрос пандон. Так, последнее. Луисал шулдыр улон. Угу. Вот смотрите, в последнем, то есть он бы работал в банке, то есть он бы учился в институте, он бы работал в банке. Вот здесь почему луисал туштрос коньдон не очень, потому что коньдон у меня бы были деньги, то есть это были бы мои деньги. Да, здесь я бы предложила баштысал вариант. Баштысал, да? Да, потому что луисал туштрос коньдоне было бы, если через луисал. И луисал шулдыр улон. Да, можно так. А еще кто-то варианты предложил? Куцкысал. Да, куцкысал я бы тоже сделала. Тау, Коля. Угу. Второе вы делали или нет? Нет. Да. Вот кто делал, тот и пусть отвечает. Да, давайте. А было же написано первое только задание. Все, тем более, да. Я тоже не помню, задавала я вам или нет второе. Угу. Умой, таубаджи. Так. Да, 148, 149, первое только было написано. Хорошо. Значит, Манечко Мажвань, следующее задание будет аудирование. По, так сказать, многочисленным просьбам. Да. Значит, сейчас я попробую запустить песню, да. Наверное, вот так это будет делаться. Нет. Так, мне, наверное, просто вот так включить. Попробуем. Слышите вы или нет? Эта песня... Оля, спасибо большое за эту песню, что взяли. Да. Так. Она очень легкая. Сейчас попробуем, услышите вы или нет. Если нет... А все чат видят, да, сегодня? Ну, я вижу. Да. Да. Так, может быть... Слышите или нет? Нет. Нет, вообще не идет звук? Нет. Нет, только с вас слышим. Угу, так интересно, да?
Давайте тогда я, видимо, вышлю вам в виде файла, и каждый прослушает с выключенным микрофоном, чтобы... Или Олю попросить спеть. Конечно. Ну, можете еще, конечно, в этом найти, ВКонтакте. А что за песня? Турьялы с куточкой. Эта девочка, ну, видимо, единичный проект делала для Эктоники. Видите, все файлы, пришел файл. Да. Вот, каждый теперь в своем режиме слушает. Перед вами текст этой песни. Тут даже, может быть, у ктощика, не у кто, ну, ладно, вот так. Значит, смотрите, тут есть пробелы. Ваша задача послушать первый раз, просто слушайте, второй раз уже смотрите на текст и пробуйте заполнить пробелы. Хорошо? И третий раз еще раз слушайте, а потом вместе разберем. Хорошо? Только все выключите микрофоны, иначе, наверное, будет все слышно. Олечка, верни, пожалуйста, текст песни. Да, извините. Верните текст. Ой, извините.
что, как успехи? Давайте посмотрим вместе. Что такое? Мне не дали до конца досмотреть. Что такое? Все, конец? Поздно? Да, давайте уже, наверное, посмотрим вместе. Мне кажется, вы 3 раза уже успели прослушать. Нет, я 2 только, и то не полностью. Давайте последний раз слушаем и все. А текст? Огонь песня. Так, ну что, посмотрим песню «Огонь». Песня «Огонь». Так, все здесь, все вернулись. Давайте смотрим. Юля, что ты нарисовала? Ой, что это за микрофон динамики? Я нарисовала Кельты Моне. Кельты, кто-то что-то другое сделал? У кого-то есть другой вариант? Ой, что за динамика? У меня? Да нет, тоже Н кельты. Моне. Н кельты или кельты? Н кельты. Н кельты. Угу. Н кельты Моне одномерно. Дальше. Вторая строчка. Тоже Н кельты. Но, по-моему, там она сказала Н кельта. Моне. Это скучное произношение. Это у меня так слышно, да? Вот я тоже не пойму, что-то с динамиками у кого-то или с микрофоном. Ага. Ой. Они вот эту они произносят вот эту вот конечную они произносят как среднее между и как бы от точками вот этим звуком. Тогда. Тимоне, Тимоне, потом мы переведем. Минус нижний. Что это минус? Угу. Дальше. Какой-то етышкана. Ага. А что это значит и как пишется, непонятно. Через и краткую все-таки. Етышка не прикасаться. Значит... Ой, почти правильно, надо же. Да. Ну, фактически при произношении ты бы угадал, фактически. Это написание, может быть. Угу. Дальше. Как етышканы переводятся? А мы сейчас переведем. Запишу. Видели? А потом все разберем. Учконный, по-моему. Давайте по очереди микрофоны подключаем и проверим. Я тут забрал слово. Учканы. Блин, ужас. Дальше. Клычко.
Ну, барометром это было в конце. А вот Куараме. Кто-то еще что-то сказал? Лыштон куараме. Какой? Лыштон. Лыштыны. Мы куараме. Дальше. Кыдёкын упал в меда. Я не услышу. Здесь писали какое-то слово? Мгм. Нет. Угу. Дальше. Ну, Энкельты. Угу. Лане, Гнам и Тон. О, как хорошо стало. Кто-то отключился. Энкельте огнаметон. Марк отключился. И я была отключенная. Дальше вот здесь. Что записали? Алло, что-то все отключились. Энкельты. Вы Энкельты. тоже Энкельты. Энкельте. Давайте попробуем пока на основе вот этого текста разобраться со значением. Во-первых, уктодичка, да, я не знаю, называется песня. Кельты, энкельты. Оставить. Оставить. Не оставляй меня одну. Делительное, отрицательное. наверное, не оставляй. Не оставляй Одну. меня одну ты. Да, если говорят. То есть не оставляй меня одну, не оставляй меня одну ты, да, тут подчеркивается. Я до полкино етишкны кылдоз намедата улонам. Ки. Рука, окпол. Руки твои. Один и... Етишкны это прикасаться. Етишкны Хотя бы прикасаться. раз, наверное, хотя бы раз прикоснуться. Да, кылдоз, ну как бы случится, удастся ли, сложится ли так. Меда, это вот соответствует русскому ли. Хоть бы. Да. В этой жизни. Таулонам в этой жизни, Да, наверное, да? да. К руке твоей однажды хотя бы Прикоснуться, видимо. не видится ли еще прикоснуться, да? Шинмат окполки научканы кылдоз намеда таулонам. В твои глаза. Хоть раз, еще раз Да. посмотри. Да, заглянуть в твои глаза, посмотреть в твои Удастся ли глаза. еще раз посмотреть в Вот, твои глаза? вы можете вот эту конструкцию кылдоз намеда таулонам записать себе, запомнить. Кылдоз намеда таулонам вожодырен шудыны. Да, например, удастся ли мне, ну вот кылдыны это именно, чтобы обстоятельства так сложились, то есть ладно, Кылычко да мы начнем куараме. Вот мы А как еще раз? Вот колдоз, удастся ли мне что? Таула нам в этой жизни, да? В этой жизни, и дальше вы добавляете глагол или фразу, которая вам, ну, которую хотите. Кылдоз намеда таулонам вожодырен шудыны. Кылычко да мы начнем куараме. Как это переведем? Глагол. Слышишь ли ты, кылычко, да мы начнем. Слышишь ли ты мои слова? Голос? Пора, голос. Да, слышишь ли ты мой голос? Вот это у нас разделительный падеж, да, о котором мы говорили на прошлом уроке. Кыдёкын улыса удвуна ты меда, бла-бла-бла. Сейчас посмотрим, что это за бла-бла-бла. Кыдёкын Там тоже куараме. Да, шонер, куараме. Кыдёкын улыса живя далеко. Это у нас деепричастие. Да, от глагола улыны, улыса живя. Не забыл ли мой голос? Да, живя вдалеке. Не забудешь ли мой голос? Удвуна ты меда. Да? Вот это меда добавляется и соответствует русскому ли. Энкельте огнаметон, не оставляй меня одну, не оставляй меня одну. Смотрим текст с переводом.
Турьялыс называется этот проект. Это делает одна девочка, ее зовут Дарья. И она объяснила выбор имени следующим образом. Да? Тулыс. Помните, что такое Тулыс? Весна. Весна. Она очень любит весну, поэтому она слог ту, дальше добавила слог своего имени Рья и Лыс. Поэтому Турья-Лыс получилось. Тулыс плюс Дарья. Угу. Вот. Доведется, вот, кылдозна доведется, я перевела. Да, наверное, это лучший вариант, потому что... Да. Давайте каждый теперь еще раз послушайте с текстом, да, уже с полноценным. Самостоятельно послушайте. Таща, все послушали? Рома, послушали? Юля? Да. Да, тоже мой. В общем, да, на сегодня все. У меня еще была там заготовка одна, но ее оставим на следующий урок. Значит, Гурте уж домашнее задание. Я вам пришлю предложение на перевод. И скажите, вот вы как по времени? Если я вот текст еще вам тоже какой-то... Или нет, не текст. Давайте мы лучше из Мары Малыша возьмем диалоги. Ладно. Тогда вот я вам напишу, хорошо, предложение пришлю на русском языке, чтобы вы их перевели на удмуртский. И тогда еще укажу страницы. Это, скорее всего, те же самые будут, которые были на сегодня, послушать аудио. Вам надо будет их уже перевести, разобрать, чтобы мы на уроке обсудили. Ярам? Хорошо? Верашким? Ярам. Таубаджим, Ванделы мой верба воскресенье. Да, что за вопрос, Юан? Какой-то вопрос у кого-то был, да?
Нет? Ну, что-то там Надя вроде хотела. Ну, Нет, я сказала, да, точно, вербное воскресенье, я забыла. Да. А и вербу не купишь. Ну ладно. а я купила, у меня возле магазина продавали. И мы ее в мыльной воде мыли. Знаете, да, что удмурты с утра, вот меня в детстве регулярно, с утра вот вербой пробуждают детей, бьют, ну, чуть-чуть только шлепают, Ого! чтобы быть здоровым, да. И потом вот эти вербные веточки, когда первый выгон скота на пастбище, то этими вербными веточками выгоняют. Чтобы они были здоровыми, чтобы никаких не было проблем. А вот яйца пасхальные едят, а скорлупу тоже оставляют и тоже ее скармливают специально курам со словами, чтобы вы в следующем году неслись хорошо. То есть как бы в принципе тоже скорлупу скармливают, но именно вот пасхальная, она имеет еще большую силу. И также вот эти вербный пучок, потом, вот, например, у меня дома его прям, то есть выгоняют им скотину, а потом прям оставляют на воротах, и весь год это вербное, ну, пучок, ну, как бы вот эти веточки, они там, ну, как бы положены, что ли, на воротах. Вот, а в следующий четверг, да, когда, не знаю, как он по-русски называется. Чистый четверг. Вот, чистый четверг. У удмуртов в этот день идут за можжевельником в лес. Вот, можжевельник, потом его над входом в дом кладут, потому что считается, что можжевельник отгоняет ведьм, злые силы. И в ваш дом, никто негативный не зайдет. Вот. И еще в четверг, например, у алнашских распространено, надо шуметь в этот день, и они выходят на улицы, кто что может, шум производит, чтобы отогнать злые силы. Вот такой четверг чисто. Вот, Тау-Баджим, все, тогда мы с вами через неделю Арняуса помещком до Садык часы. Дечвы, домашку вышлю. Дечвы. Тау-Баджим, Оля. Деч. Пока. Пока. Пока.